Думай. Действуй. Побеждай. Думай, действуй, побеждай. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. Сногсшибательный, нет, головокружительный, удушающий от чемпиона UFC Дрикуса Дю Плесси. Очередные нефартовые ставки Дрейка, улетное попадание Дэна Хукера в мировой рейтинг и эксклюзивный прогноз от тренера Шавката Рахмонова. Здесь и сейчас, сиюминутно расскажу вам я, Алена. Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск Найзадай Ньюс. Героем недели стал боец смешанных единоборств UFC Дрикус Дю Плесси. На прошедших выходных южноафриканский красавчик защитил свой пояс и показал, кто тут главный. Адесанья не смог устоять перед его удушающим приемом и проиграл чемпиону в 4-м раунде. Но, ребятушки, героем недели Дю Плесси стал не поэтому. Точнее, не только поэтому. Боец победил 3 чемпионов UFC подряд. И что самое важное, чемпионов, находящихся на пике или рядом с ним. Недавно проигравший Израиль Адесанья буквально чуть-чуть прошел свой пик. А Шон Стрикланд и Роберт Уиттекер были прямо на пике своей карьеры. Ух, какие эмоции! Мощные и спортивные. Такие, как нам дарит 1xBet. Начнем с итогов турниров, которые прошли в эти выходные. После защиты титула в бою против Израиля Адесаньи Дрикус Дю Плесси поднялся на 5 строчек и оказался на 6-м месте рейтинга Pound for Pound. А Изи же спустился на 2 позиции и расположился на 15-м месте. Рейтинг среднего веса остался без изменений. Кай Кара-Франц нокаутировал Стива Эрцига в 1-м раунде, но так и остался на 4-м месте рейтинга на легчайшего веса. А Стив сместился с 7-го места на 8-е место. Дэн Хукер врывается в топ-5. После сенсационной победы над Матеушем Гамратом Хэгман поднялся на 6 строчек и занял 5-е место рейтинга легковесов. Матеуш же сместился на 3 строчки вниз и оказался на 8-м месте. Жаирзиньо Розенстрайк поднялся на 2 строчки и оказался на 10-м месте рейтинга тяжелого дивизиона UFC. А Тай Туйваса, которого он победил, потерял 3 позиции и занимает 13-е место. Днем 18 августа в Пакистане прошел турнир Brave 85. На нем выступали 3 спортсмена из Казахстана. В главном бою вечера Рауан Бекбулат удосрочил Омара Соломонова из Украины. В 3-м раунде Шимыр поймал своего соперника на гильотину. Guillotine. He's a very tough person to tap this way, Phil. Oh, this looks tight though. Is he out? Oh, he's out! Oh my God, he choked him out! It is over! Shut the front door! What did we do? Баглан Жаканша потерпел первое поражение в карьере. Его соперником стал местный боец Исмаил Хан. Баглан попался на удушение сзади во 2-м раунде. Beautiful takedown from Khan. Unbelievable turnaround! No way! Crowd is going insane here in Lahore! Could this be the biggest win in the history of Pac MMA? It doesn't look too far away. It is close! Oh! It is over! Crazy! Once again, legends are... А Руслан Сирикпулов уступил техническим нокаутом в 1-м раунде. Соперником был Мурат Гусейнов из Бахрейна. It's tighter and tighter. Maybe short time now, Phil. It Maybe looks short like time. it. I'm not seeing any intelligent defense. Oh! I'm seeing danger. It's over! And it is over. 8-0 now. Gusenov continues the hype train. Can someone derail it? Not yet, Carrick. Not at all yet. Еще несколько дней назад мы хлопали в ладоши, радуясь, что Международная ассоциация бокса объявила о проведении мужского чемпионата мира 2025 в Казахстане. Мы с нетерпением ждем, когда лучшие спортсмены со всего мира примут участие в этих престижных турнирах IBA, сказал тогда президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. И через день эту новость официальный сайт IBA удалил. Причем проведение женского чемпионата мира утвердили. Это сербский город Белград. Мужской же планируют объявить до конца года.
С чем это связано, непонятно. Кстати, помните, в мае МОК объявил, что боксеры, участвующие в соревнованиях под эгидой IBA, будут отстранены от Олимпийских игр. Вопросов много, ответов ноль. Может, у вас есть мысли? Делитесь, почитаем. Поговаривают, что казахстанский боксер Сакен Бибосынов тоже хочет собрать чемоданы и помахать ручкой сборной Казахстана после отставки главного тренера команды и личного наставника Мырзагали Айджанова. Позже туман рассеялся, когда спортсмен отреагировал на слухи о завершении карьеры. «Это ложь, я не закончил с боксом», заявил спортсмен в своем инстаграме. Наша сборная по ММА прибыла в пакистанский город Лахор, чтобы принять участие в чемпионате Азии по ММА. Каков настрой бойцов и какова подготовка спортсменов в целом, рассказал главный тренер сборной Казахстана по ММА и, к слову, первый тренер Шавката Рахмонова Баян Жангалов. Эксклюзивно для Найзадай Ньюс. Команда находится, все спортсмены в хорошей форме, в хороших кондициях. 38 участников от Казахстана представлены на этом чемпионате. Это женский дивизион, мужской дивизион, а также возрастная категория молодежь 18-20 лет и 21 и старше. Команда практически у нас обновилась на 70%, но также в команде остались старожилы, очень именитые уже спортсмены на слуху у всех. Это и чемпионы, и неоднократные прошедших чемпионатов Азии, чемпионы и призеры чемпионатов мира прошедших. Если их имена называть, это очень много, немало имен, но некоторые я могу назвать. Это Аймаханов Жаксыбек, серебряный призер чемпионата мира 2003 года, двукратный чемпион Азии. Это Аделя Махаметова, двукратная чемпионка Азии. Это Кабиса Лауват, серебряный призер прошедшего чемпионата Азии. Шабдан Самгат, Зухроб Велиев, чемпион Азии прошлого года. Матильда Бачурина, чемпионка мира 22 года и чемпионка международного турнира Кубка Содружества. Поэтому для молодежи есть на кого опираться, есть с кого брать пример, есть возможность с кем расти. Перед командой мы всегда ставим очень высокие требования, очень высокую планку поднимаем. Это 10-й чемпионат Азии по счету. 9 лет подряд, то есть 9 чемпионатов Азии, которые прошли, команда Казахстана занимала общее командное первое место. И на азиатском в регионе имеет бесспорное лидерство. Но я думаю, этот чемпионат Азии не будет простым, так как уже появились команды, которые уже конкурируют с Казахстаном, и не только с Казахстаном, но и уже и в мире создают конкуренцию. Это команда Таджикистана, очень сильная за последние 2-3 года. Уровень мастерства поднялся. Также команда Кыргызстана приехала хорошим составом. Вот и это те команды, которые в Азии. Команда Бахрейна, с которой мы постоянно конкурируем. Поэтому, я думаю, на этом чемпионате Азии будет жарко, но тем не менее, наши планы самые высокие. Будем стараться показать самый максимальный высокий результат. Зрелищный поединок устроили два бойца UFC Марвин Веттори и Брэндон Аллен во время шоу PFL 8 2024. Кажется, причиной жесткого махача стал несостоявшийся между ними бой, который должен был быть в апреле. Напомню, тогда Веттори в последний момент отказался от боя. Но от хорошего леща это его все равно не спасло, как вы видите. Пытался напасть на меня из-под тишка, но не смог, лол, посмеялся Марвин. Но интереснее всего оказалась реакция бигбосса UFC Дана Уайта. Если бы это был поединок в PFL, то он бы стал боем вечера. Очень бы хотелось посмотреть их реванш, но уже в клетке. Что думаете, какие у вас вызывают это эмоции? А я напомню, что спонсор спортивных эмоций 1xBet. $40 миллионов. Вот такую сумму заработает американский блогер Джейк Пол за боксерский поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном. Я здесь, чтобы заработать $40 миллионов и нокаутировать легенду. Мне кажется, карету, а лучше кареты скорой помощи вызывать нужно уже сейчас. Но знаете, что бой Тайсона и Пола будет носить статус профессионального и пойдет за счет обоих боксеров. Для Тайсона это будет первый профессиональный поединок с 2005 года. Даже не знаю, что сказать.
Нет слов, одни эмоции. Кстати, спонсор спортивных эмоций 1xBet. 17,189. Знаете, что это? Ставки на спорт Дрейка. Если бы интуицию можно было подкачать как мышцы в спортзале, то Дрейку явно понадобится годовой, нет, 5-летний абонемент. Потому что 189 – это число его неудачных попыток. Как гласит народная мудрость, посмотри, на кого ставит Дрейк, и сделай наоборот. А теперь вопрос на засыпку, братья, товарищи. На кого пала ставка Дрейка в бою Дюплесси-Адесanya? 84. В такую весовую категорию готов спуститься Алекс Перейра после боя Дюплесси-Адесanya. Скорее всего, для того, чтобы схлестнуться с Дюплесси. Ну или зачем ему это? Что думаете? Этот бой вообще возможен? На этом все. Жаным Дармен Мурзалар. Будьте с нами, подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся в пятницу. Пока-пока.